Если очень коротко посмотреть, мы же, смотрите, в советское время, ведь у нас же практически ислам был сведен, ну, то есть до минимального уровня. Да, ну, вообще по всему Советскому Союзу. Но в странах оседлых, settled таких территориях, там сохранились традиции. Через семьи, через какие-то. В Казахстане этого практически не осталось. Почему? Потому что до 17 года у нас муллы в основном были либо татары казанские, которые, либо среднеазиатские муллы. То есть казахских мулл как таковых было крайне мало. И получилось, что традиция никак не сохранилась, по сути дела. И почему мы видим? У нас же на самом деле, какие основные тенденции? Если, например, посмотрим Узбекистан, Таджикистан, там восстановились старые тарикатистские как бы системы. Суфийские. Ну, да. так условно их назовем. Там, вот, например, в Узбекистане Накшбандия по-прежнему, тарикат Накшбандия очень серьезно влияет на себя. А в Казахстане у нас другая тенденция. В Казахстане у нас салафитов много. Заметили, да? У нас очень много салафитов и очень много сторонников как бы, ну, турецких различных религиозных, в том числе там... Косметики, да? Да, скажем так. А почему это интересно? Потому что у нас же было как по-латински табула раса, чистая доска. Ну, то есть не было никакой религиозной традиции, и поэтому, когда, условно говоря, впервые столкнулись через там, 100 лет с миром ислама заново, то это как люди, которых ну, не было никакого представления. И те первые, кто поехал в арабские страны, они, собственно, принесли вот эту салафитскую версию. А ведь весь парадокс ситуации заключается в том, что тот ислам, который столетиями складывался на территории как бы вот этого региона, от Северного Кавказа до Северной Индии, он был все-таки несколько отличался от салафитской такой идеальной модели. Он включал в себя огромное количество. Если мы посмотрим на наш, например, муфтият, в нем все время такая внутренняя борьба. Они то людей, которые алясхар ставят, заканчивают, то людей с таким салафитским уклоном. Параллельно у них там заммуфти, бывший чеченец был, который суфист, Тарик Кадирия из Кадирии. Да, там еще какие-то разные. То есть у них вот просто это отражает вот такой хаос. Потому что у государства, ну государство светское по своей сути, у него нет понимания, что, собственно, с этим всем вот, ну, как бы делать. Есть, ну, такие, есть силовые способы, понятно, может, есть риски там определенные. Но помимо этого же есть еще религиозная традиция, которая усиливает влияние. И с этим тоже надо делать. И самое главное, мы же должны с миром ислама взаимодействовать. А мир ислама за те 100 лет, пока мы были изолированы от него, он прожил просто колоссальную эволюцию. Там произошло очень много изменений. Там 100 лет назад не было братьев-мусульман в таком виде, какие они сегодня. Да. Кстати, что интересно, по поводу сказали, культурная традиция. Я недавно был в США, у нас была группа из Центральной Азии как раз таки. Ну, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан. И первый день мы друг друга еще не знаем. Нас посадили за стол, мы друг друга почти не знаем, знакомимся, разговариваем. И закончили есть. И как-то я вот совершенно вот просто для себя, то есть норму вот так вот взял, сделал. Я смотрю, все так же сделали. Даже на меня не смотря. То есть вставая вот так вот сделали. Я такой, окей, очень много интересного. Кстати, вы сказали про Узбекистан. Жома, помнишь этот казахский, есть такой казахский страх? Блеснуло, типа Узбекистан нас перегонит. Да. Типа,